Hürmetli seyirciler, men bugun aytganim, siz ko'rgandirsiniz, bizim studiyamizda misafirlar da yo'q edi ve şimdilik 3. saat devamında bizim studiyamızda güzellik, gerçekten güzellik bizim studiyamızda kadınlar ve biz bugün gençlerin, yaşlarının mevzusunu açıklayacağız. Kelimiz onlarla tanış olayıq, çünkü vaktimiz sınırlı değil. Bugün birçok vakitmege imkanımız var. Elbette aziz teleseyirciler, bugünkü bu studiyada birinci misafirlerimiz keldiler. Onlar Sağ şehrinden men birleşsem ve bu sabaha bakmadan, yağmurlu günge bakmadan oz böyle vaktlarını bizge ayırdılar. Birinci insanımız Olga Kucheryava, Medeniyet, Rahatlanuv Yaşlar ve Sport Merkezi'nin müdürü. İkinci misafir Lenara Recepova, İmij ve Haber Siyaseti bölümünün yetekçi mütehassısı. Ve üçüncü Anna Kapitsa, Medeni Kutlevi bölümünün yetekçi mütehassısı. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Добро пожаловать, доброе утро. Как сегодня началось ваше утро? Все-таки ехали из замечательного города Саки в такую-то погоду. Но как оно? Как ваше утро началось? Ну, утро прежде всего началось с хороших мыслей, с позитивного настроя на день грядущий, с зарядки обязательно, Вот, это очень немаловажный с фактор. ароматного кофе и с телеканалами LED. Как вы доехали? Как вы, как доехали, честно? Ну, Доехали, все вместе ехали в машине, в веселых разговорах, в обсуждении предстоящего эфира и предстоящих планов на сегодняшний день. Погода вас не огорчила сегодня? Не расстроила ни разу? Нет, мы любим дождь, мы любим любую погоду, у природы нет плохой погоды. Действительно, у природы нет плохой погоды. Но вот, например, у Симферополя есть привычка встречать гостей пробками. Да, мы это заметили. Мы И он нас проскочили. встретил их. Ага, интересно. На самом деле, сегодня мы бы хотели пообщаться об этом культурном, молодежном, развлекательном центре. Что это? Что он из себя представляет? Наш центр создан с целью реализации государственной политики в области культуры, физкультуры и спорта, молодежной и информационной политики. Мы занимаемся различными мероприятиями в нашем городе. Конечно же, совместно с администрацией нашего города проводим все мероприятия. Это и патриотический 9 мая, День единства, День России, и национальные, религиозные. Так вот недавно вот Курбан-Байрам очень широко отметили этот праздник, и Ураза, и Пасху. Наш коллектив, наш центр очень молодой, в 2015 году создан коллектив, и все наши кадры тоже очень молодые, инициативные, креативные, и при этом разных национальностей. Мы все дружим, умеем ценить друг друга. Хочется, да, особо отметить наш куратор, замглавы администрации Османов Шериф Тимурович. Вот этот человек просто зажигалка. Он не дает нам ни на минутку, просто ни на секунду расслабиться, но это очень хорошо. Он всегда и поддерживает нас. У него идеи настолько заводные, вот прям умеет. И спортом занимается. Мы знаем. Да. Мы просто очень часто следим за инстаграмом Шерифбея и прочими соцсетями. А вообще, если мы начали эту тему, все-таки молодежь, да? Как все-таки молодежь привлечь к этим мероприятиям? Ну, соцсети. Как вы распространяете информацию через соцсети? Обязательно, да. У нас, я представляю сектор имиджевой и информационной политики, и непосредственная моя задача это... То есть я веду социальные сети, у нас есть официальные группы нашего центра, и также мы создаем группы каких-то наших мероприятий, то есть второстепенные, да. Там мы и распространяем в основном информацию. Также, конечно же, мы анонсируем наши события в средствах массовых информациях, республиканских. Стараемся, конечно, и на федеральный уровень выходить, но основная наша аудитория – это пользователи соцсетей. Ну и, конечно же, поступками. Город у нас небольшой, Саки, сами понимаете, небольшой городок. Да, нормальный город, что вы тоже. Мероприятия, да, кто-то в одном поучаствовал, да, знает, что мы занимаемся. У нас очень много спортивных мероприятий. У нас 3 сектора вообще. Культ массовой работы, молодежной политики, имиджевой политики и физкультуры и спорта. Вот представителя сектора по спорту сегодня с нами нет. Она всю оборону центра взяла на себя.
Вот, у нас в последнее время очень много спортивных мероприятий, молодежь, мы сами показываем пример, бежим, занимаемся зарядкой, все-все-все делаем. И потом точно так же смотрят по отчетам в тех же Ага. социальных сетях. Если я сейчас не ошибся и мне не послышалось, вы сказали спортивный сектор, она осталась там. Да, Мне просто интересно, у вас весь коллектив женский? нет, не у нас есть Завхоз есть, да, у нас? женщина. Как? В моем секторе работает специалист, это молодой человек, это наш веб-дизайнер, который занимается хоть где-то созданием мужчина. брендовой продукции, да, под какое-то мероприятие, которое организовывает центр. Вот, также звукооператор Да, у в моем нас также секторе молодой звукооператор. человек. Да. А звукооператор, у вас что, свой телеканал или своя Нет, звукозаписывающая у нас студия? который Эти обслуживает мероприятия. А. озвучивает. Мгм. Интересно на самом деле. А какие у вас планы на будущее? Может, что-то у вас будет? На какой-то будущее форум? у нас постоянные планы. Вот Анна, да, возглавляет ведущий специалист сектора по культмассовой работе и молодежной политике. Вот, послезавтра, 13 числа, у нас будет диспут-клуб. Это Завтра уже. Это уже Завтра, завтра. да, завтра. Сегодня уже завтра, 12. завтра, да, Да. ну у нас каждый день такой Мы будем насыщенный. проводить дебаты. Да, Интересный между- проект. Да, дебаты между молодыми людьми. Это в основном пока школьники. Опробуем проект на них. Это годовой проект у нас. Вот, то есть проводятся обычные игры, полуфиналы, финалы. То есть это когда мы задаем какую-то тему, и молодые люди, выбрав по жребию, какую сторону они будут отстаивать. То есть вот завтра, например, у нас состоится игра. Тема будет, Ленарочка, подскажи мне. Компьютерные Компьютерные игры. Это хорошо или плохо? То есть, разное к этому Тут отношение. как но- сказать? да, но они поспорят. И выигрывает тот, кто приведет больше аргументов. Да. А вообще, как давно пользуются популярностью эти дебаты в Ну, школах? вот в течение года мы это проводим, пока это новый наш То есть проект. это только начали, да, в САКах проводить Да, такой да, конкурс, да, соревнования. А вообще, много ли участников ожидается? Ну, вообще зал набивается полный, группа поддержки большая, а в командах по 5 человек. По 5 человек? Да. А, не кажется ли вам, что 5 человек это много? А мне кажется, 3 человека это достаточно для того, чтобы донести до слушателя свое мнение. Нет, нормально. У них есть капитан команды и совещательная группа, и, в принципе, может каждый из них высказываться, и также предоставляется слово капитану. Ну тогда можно еще человека добавить и что, где, когда сыграть. Ну, можно и так, да. Перейти плавно в другой проект. Да. На самом деле, помимо этого, другие проекты есть? Да, а ближайший такой масштабный, очень, надеюсь, значимый для Крыма, это региональный будет у нас молодежный межнациональный форум, двухдневный 28 октября и 29 будет проходить на берегу моря. Форум называется «Вместе». Ленара. Да. Его участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В принципе, это еще молодые, да? Да, молодец. Да, понял, хорошо. это будут представители национально-культурных автономий Республики Крым, это будут муниципальные служащие, специалисты, начальники отделов межнациональных отношений, администрации, да, муниципальных образований Крыма. Также это общественники. Ну, судя по заявкам, которые уже на сегодняшний день активно приходят на нашу почту, очень много представителей общественных организаций. Да, и что очень радует, национальностей действительно собирается много. То есть статус и название форума уже оправдывает себя. Ну, форум что там у нас, будет? форум Да, у нас программа. двухдневный, и поэтому мы постарались максимально насытить программу, то есть у нас и образовательная программа в рамках форума То пройдет. есть это какие-то лекции будут? Это будут, кстати, наш оргкомитет принял решение, что это не будут какие-то сухие лекции, то есть Панельные дискуссии. пришел, Да, спасибо. записал, послушал и ушел. Это будут интерактивы, то есть каждый участник сможет задать вопрос спикеру, высказать свое мнение, то есть также он может подискутировать со своим товарищем, например, да. Ну и это будут не только лекции, панельные дискуссии,
мы подготовили очень насыщенную развлекательную программу. Наши участники примут участие в квестах, в национальных играх. Кроме того, у нас также предусмотрена интересная кулинарная программа, то есть в рамках Дегустация национальных блюд, да. Да. И хотелось бы также отметить, Поехать. что Надо. телеканал «Милет» выступает информационным партнером форума. И одним из гостей нашего форума будет заместитель генерального директора канала Оксана Васильевна Лобода. Вот. Она выступит в роли спикера. Ух ты. И, пользуясь случаем, конечно же, мы приглашаем ведущих программы «Саба» на наш форум. Да, оформляйте Внимание. заявки. Вниманию ведущих телеканала «Милет», да? Приходите на форум. Помимо этого, какие-нибудь еще развлекательные программы? Ну, просто кухня меня уже заинтересовала. Ну, смотрите, какие-то секреты мы постепенно раскрываем. Также у нас есть группа в социальных сетях. Кстати, как она называется? Форум Давайте я ее... вместе. Молодежный, Прямо сейчас межнациональный. Да. присоединяйтесь. Да? Прямо Форум сейчас? вместе, да. Так и называется? Прям группа «Форум вместе»? Да, форум вместе. Форум И мы уже сейчас ВКонтакте, на ВКонтакте, Фейсбуке. да, и Фейсбук также задействован. Тут столько форум обувщиков. Молодежный, межнациональный, все же так, наверное, да? Легче. А как вообще ваша группа просто называется, если я ее найду? Пока- Центр культуры, досуга, молодежи и спорта. Так, Центр культуры. То есть в этих группах мы уже сейчас стараемся анонсировать события, которые пройдут на форуме. Конечно же, мы все секреты не А будем как раскрывать. заполнять заявку, чтобы попасть к вам? В группе есть форма заявки, вы заполняете, и адрес также указан там. Да, есть Не положение, могу там найти. тоже прописано, что нужно взять с собой, что можно, Я что потом нет. найду обязательно. Обязательно Обязательно найдите. вам ссылку Да. кинем. Молодежь. Насчет, если поговорим насчет молодежи, Сакской. как активно, насколько она активна в САКах, молодежь насколько активна? Знаете, у нас есть такая особенность. Молодежь в САКах – это в основном школьники. То есть в нашем городе нет Все уезжают. учебных Да, заведений. просто нет, да, Многие, учебных. многие представители молодежи – это студенты, которые обучаются в других городах. И основная наша аудитория – это, конечно, школьники или уже рабочая молодежь. Ну, вы сами знаете, что для рабочей молодежи Которая решила как все-таки правило, вернуться из времени города. всегда мало, да, уделять каким-то мероприятиям. Вы следите за тем, сколько подписчиков у вас в группе? Конечно. Конечно, вот Да. она чутко следит за этой За темой. каждого, да? Интересно. И вот если не секрет, приблизительно сколько сейчас людей подписаны на вашу группу? Ну, в ВКонтакте около 1000, и причем все достаточно активные. Не просто просиживают там, все активные, комментируют, мы постоянно. Даже Все наши, которых мы вырастили. Ага. Да. Интересно. А именно в быту, в процессе работы, сколько человек посещает вас именно, может быть, с какими-нибудь идеями? Бывают люди, которые просто сами приходят и говорят, мы хотим конечно. вот такое-то, такое-то сделать. Очень много, достаточно много молодежи приходят, выносят свои проекты. Это и работающая молодежь также. Вот. Мы стараемся воплотить все эти идеи. Вот в прошлом году поступила заявка на проведение конкурса красоты среди девушек, передвигающихся на инвалидных колясках. То есть мы проводим даже такие мероприятия. Вот, как бы стараемся учитывать все категории людей, все категории молодежи, и очень разные. И национальные проводим мероприятия, и причем, знаете, что радует, что в наших национальных религиозных мероприятиях участвуют абсолютно все национальности. То есть мы русские, украинцы, мы можем участвовать, и очень здорово участвовать в крымско-татарских. Крымские татары участвуют в русских. Это потрясающе. Вы знаете, вот такая дружба народов. И то, что мы пришли к этому форуму, это уже радует. То есть мы делаем шаг вперед на то, чтобы в Крыму было жить светлее, теплее, дружнее. Ну, в общем, как-то так. Да, и именно название нашего форума «Вместе» и таит в себе, да, эту идею. Ну, Только действительно. вместе всем миром мы сможем достигнуть этого мира. Да, у Это нас было много собственно, да. названий, но когда мы сделали жребий,
И вот вместе выпало. В общем, А собственно. вместе это чья была идея так назвать форум? Ой, наша общая несколько дней мы трудились над этим названием. Это тоже было очень интересно. Можно прям отдельный сюжет Отдельный был сюжет, да. делать, На как самом мы- деле, кажется, что такое придумать название какому-то мероприятию? Форум, да, вот в частности. А ничего, это проще простого. И тут начинаются мозговые штурмы ежедневные. Мы, наверное, так физически не уставали, как после вот совещаний, да? Совещание насчет названия было очень серьезным. Это правда. Дело в том, что у нас в САКах есть региональная организация «Вместе», зарегистрирована в САКах. И мы, собственно, не очень-то хотели называть «Вместе», но чтобы как бы не повторяться. Ну, жребий, в общем-то, все Жребий решил. брошен. Всё решил, Не, да. ну, помимо жребия, все равно мы потом Да. отстаивали эти точки Да. мнения, и было много других названий. Ну, это было Интересно. очень эпично, как мы пришли к этому названию. И... Сколько уже лет, может, вместе работаете? Или когда вы Ну, основали? год, да. или- Вот, да. Год? А до этого... Ну, не сам работ- центр всего около 2 лет существует. Да. А, Мы в январе 2015 года только вот открылись. Так уже почти 2 года. Почти Да. 2 года, да. День Да, рождения ну, скоро. я недавно в эту команду пришла, и до этого тоже мы познакомились в центре, ну, может, чуть Ну, нас раньше, объединяла где-то. общественная деятельность. Да, кроме центра у нас еще общественная деятельность мы- у всех очень бурная. Чем отдыхает, как отдыхает, правильный вопрос, Да, как молодежь? отдыхает молодежь? Да. Лето прошло, море, солнце, пляж. Закончилось, да, все. В основном, вы знаете, молодежь старается подрабатывать летом и в течение года тоже подрабатывать. Совместно с Центром занятости есть различные проекты, где предлагают организации, где молодежь может устроиться. Вот. А Ну, в это школах, как школа, преподаватели? Хорошо, у нас, в принципе, образование достаточно на хорошем Молодых уровне. преподавателей много, может. Молодых преподавателей много. Достаточно. Даже, кстати, преподаватели есть, которые до 30 лет, и вот они тоже могут участвовать в Диспут-клубах. диспут-клубах. Да, центр сотрудничает и с образовательной школой, и с музыкальной школой, и со Да, спортивной школой. С да. центрами социальных служб для семьи, детей, молодежи, с отделами по делам несовершеннолетних. То есть у нас сотрудники. Широкий спектр, да. Действительно. А летом, вот если про лето заговорили, у нас тоже еще был один такой масштабный, широкий проект, музыкально-литературный фестиваль «Интеллигентный сезон». Это, может, не совсем молодежный, но представители молодежи тоже там были. Ну, Это такой значимый... Музыкально-литературный, я бы Да. поспорил, молодежь сейчас очень увлекается и музыкой, и Да, литературой. да, ну категории участников были разные. Ну, тут мы не ограничивались. Международный одной молодежью. фестиваль. Да, это международный. То У нас есть, были представители и Великобритании, и Испании, и Турции. Ну, достаточно такой обширный фестиваль и значимое событие. В мире литературы мы делали его совместно с Союзом писателей Крыма. Это второй уже литературный фестиваль, уже готовимся к третьему. Да, да. Молодцы. А еще у нас в САКах недавно проводились съемки фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Поэтому Да, наслышаны. тоже наша молодежь приняла участие в активно съемках. подключили. Да, Культуры, вот у досуга, нас- молодежи и спорта также принимал участие в съемках. Да, да. Да вы что? Да, и помогали в организации Неужели вы массовки. играли Конечно. эпизодические роли, я так понимаю, да? Ну, мы были задействованы в массовках. А, Ну, массовка это же как бы эпизодическая Да, роль. и Да, мы да. увидели, узнали всю Безусловно. эту кухню изнутри, конечно, было очень интересно. Я до этого была руководителем молодежного театра, мои тоже участники театра подключились к этому делу. Мы подтянули, хотелось бы, чтобы в памяти жителей города Саки, молодежи, да, осталось это событие у нас в Саках, никогда не снимал, ну, может, при нашей жизни, да, при нашей памяти никогда не снималось кино, а тут, что очень значимо, в год кино И у нас кино о таком снимается человеке. кино о таком человеке, да, достаточно Яркая личность в истории яркая советского личность. футбола. Мы я бы так познакомились, сказал. да, и с Василием Фроловым, это внук Льва Ивановича. И было очень интересно, много бесед с гримерным цехом, с костюмерным познакомились, много таких тонкостей, с Мосфильма узнали, да. То есть может, вас заберут туда? Нет, мне кажется, Нас не отдадут. может, мы наоборот, в наш город. Наш город, Привлечем, кстати, очень наоборот, да. понравился, были только положительные тоже отзывы. я так понимаю, ближайшие планы на будущее это провести форум, а потом пригласить хорошую съемочную группу и снимать кино про Саки. Зимние Саки, вот такой вот фильм. Я уже представляю, набережная, лед, везде никого нет, тишина, Озеро. пустота. Да, и люди в куртках купаются.
Нет, Да, у нас скоро мы откроем сезон зимнего плавания. Это будет конец ноября, начало ежегодное декабря. мероприятие. Да, в САКах он традиционно открывается. Традиционно Встречаются приезжает. все моржи. Я максимум могу приехать посмотреть на Со всех это. стран СНГ у нас собираются моржи именно в САКах. Вот уже более 10 лет открывается сезон зимнего плавания. Приглашаем. Спасибо. Нет уж, лучше вы к нам. Как говорится, будете у нас, как из фильма, да, действительно, я вспомнил сейчас не вовремя. Заходите. Не очень актуально. Время подходит к концу, к сожалению. Сейчас у вас есть уникальная возможность вот отсюда пожелать нашим телезрителям все, что у вас есть на душе. Какие у вас будут пожелания? Мне хотелось бы пожелать любви. Любите людей, которые находятся рядом с вами. Любите свое дело, которым вы занимаетесь. Любите все моменты в жизни, которые у вас происходят. Потому что это прекрасное чувство. Если вы заполните свою жизнь этим чувством, все будет хорошо. Ну, я пожелаю крымчанам развиваться, мечтать, улыбаться, не переставать улыбаться и любить Крым. Мне хочется еще раз пригласить молодежь Крыма на наш форум, а также пожелать всем зрителям мира, добра, благополучия в каждую семью. И чтобы мир между национальностями Крыма, он становился крепче, и мы становились дружнее. Я надеюсь, мы и так уже дружнее некуда. Действительно, Крым уже сплотил в себе много национальностей, и мы все дружны. Еще раз огромное спасибо за то, что сегодня пришли к нам, посетили нас, рассказали о своей работе и о предстоящем форуме. Надеюсь, очень много людей его посетят. Чохсалыңыз, спасибо огромное. Бойлеликнен, урметлі сейждер, бізім яйынымыз девам etmekte. Огде en мерақлысы ve neler bizim bekleyin. Elbette aziz teleseyirciler, mına bilgenimiz gibi sağ şehri birinci yerde sağlık cihetinden tura ve onda güzel deniz, böyle acayip insanlar ve böyle ruhi ve kuz mevsiminde siz anda bara bilesiniz. Mına misafirlerimiz aytalar ki anda forum olup geçecek. Yaşlar, nasıl yaşta olsanız da böyle özünüzü sınap görmege ve böyle acayip tabiatla tanışmağa siz o zayavkalarınızı, yani böyle internet bağlarını kullanıp böyle özünüzü anda tapınız ve barınız. Ben bilesem bizim stüdyamızda böyle acayip misafirlerimiz de çok seferler olacaklar. Ende ise biz acıbağa geçemiz. Acıba ne olacak?